Сегодня, 31 января, исполняется 100 лет со дня рождения почетного гражданина города Вилюйска, Вилюйского района, Аканинского наслега, Нюрбинского района, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия, полковника в отставке Николаева Афанасия Иннокентьевича. Афанасий Иннокентьевич родился в Аканинском наслеге Нюрбинского района. По окончании Мархинской 7-летней школы поступил в Вилюйское педагогическое училище, после которого с 1942 по июнь 1943 года заведующим Тенергостянской начальной школы, а также учителем Мостовской 7-летней школы. В 1943 году был призван в ряды советской армии, служил в Забайкальском фронте. До поступления и окончания офицерских курсов успел побывать снайпером, автоматчиком и разведчиком. Так как он исполнял обязанности комсорга в своей стрелковой роте, в 1944 году был принят кандидатом в члены КПСС. Принимал участие в боях за освобождение Северного Китая от японских милитаристов. Как специалиста народного хозяйства, его демобилизовали из армии в звании лейтенанта в декабре 1945 года. Прибыв в Вилюйск в январе 1946 года, продолжил работу учителем Мостовской 7-летней школы. До 1950 года работал заучем, а потом и директором этой же школы. А с 1950 года по указанию райкома КПСС переведен на партийно-советскую работу. По направлению руководства республики работал в Жиганском, Черепчинском, Верхневилюйских районах. Работая в руководящих должностях, будучи членом бюро райкома партии, Афанасий Иннокентьевич принимал активное участие в социально-экономическом развитии вышеуказанных районов. С 1969 по 1977 года Афанасий Иннокентьевич работал заместителем председателя исполкома Вилюйского районного совета депутатов. В связи с началом работ по добыче газа в Вилюйском районе Афанасий Иннокентьевич принял активное участие в организации работы Вилюйской нефтегазовой экспедиции, а также в строительстве поселка газовиков Кызылсыр, где неоднократно избирался депутатом районного совета от жителей Кызылсыра. В Вилюйском районе впервые были организованы добровольные народные дружины для обеспечения правопорядка, и Афанасий Иннокентьевич являлся бессменным начальником Совета добровольных народных дружин. Николаев Афанасий Иннокентьевич является одним из инициаторов и организаторов строительства нового аэропорта в городе Вилюйск. Афанасий Иннокентьевич в 1977-85 годах работал уполномоченным ЯО СПС, активно сотрудничал и руководил работой профсоюзных комитетов, предприятий, организаций Вилюйского района, защищал права работников, организовывал школу профсоюзного актива. С 1985 года избран председателем Совета ветеранов Вилюйского района, изучал участие воинов-якутян в величайших сражениях Великой Отечественной войны. Собранные материалы включил во второй том книги «Вчера, сегодня, завтра», а также «История Вилюйского района» под названием «Вилюйский район в годы Великой Отечественной войны». Принял участие в подготовке, редактировании и издании книги памяти Вилюйского района в 3 частях. Подготовленные материалы вошли в Республиканскую книгу памяти, а также издал книгу «Ветераны рассказывают». От имени Совета ветеранов Вилюйского района выступил с инициативой ходатайствовать перед Верховным Советом СССР о присвоении звания Героя Советского Союза снайперу Миронову Алексею Афанасьевичу, пулеметчику Степанову Николаю Савичу и офицеру артиллерии Контакову Николаю Алексеевичу. Указом президента СССР от 5 мая 1990 года этим 3 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. До последних дней жизни активно проводил работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Ежегодно посещал школы, выступал на встречах со студентами в учебных заведениях. В 2016 году награжден медалью Патриота России за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи. В апреле 2019 года ему вручен знак ИТК-АГА за особые заслуги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь республики и личный пример ведения здорового образа жизни. Афанасий Иннокентьевич – глава большой семьи, включенной в книгу «Золотых семей Якутии». Его дети являются специалистами всех отраслей народного хозяйства, заслуженными работниками Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, лауреатами государственных премий Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Многочисленные внуки и правнуки достойно продолжают дело своего деда. Его честь
была названа улица в городе Вилюйске, а также его имя было присвоено Вилюйскому музею боевой славы.